Стратегическая декларация, если я не ошибаюсь, была подписана не вчера и не позавчера, она была подписана достаточно давно, и никакой особой реакции на это не последовало. Но надо отметить, что Алиев ведет на самом деле диверсифицированную политику и не кладет все яйца в одну корзину. Он сегодня достаточно успешно маневрирует между Россией, между Ираном, между США, между Китаем. И в этом вся суть алиевской политики, поскольку Алиев, являясь диктатором, должен обеспечить себе местонахождение у власти постоянно. Это главная цель. Очень возможно, что с интересами Азербайджана и азербайджанского общества это имеет, скажем так, очень мало общего, но интересы самого Алиева требуют именно подобной политики, чтобы никто, так сказать, не совал нос в азербайджанские дела и в диктаторство самого Алиева. Почему Азербайджан не ставит цель вступления в Европейский Союз, ту цель, которую ставят соседние Грузия и Армения? Все очень просто, потому что в Европейском Союзе диктатора Алиева не ждут и не могут ждать по определению. А отказываться от своего диктаторства Алиев не хочет. Отношения с Китаем, стратегические отношения с Китаем укладываются именно в эту логику. Ничего нового здесь нет, это было вполне ожидаемо. И я не думаю, что на это как-то отреагирует из Евросоюза или США, поскольку у него у всех совершенно со всеми равноудаленные отношения.